Устранение лидера Аль-Каиды может поставить под угрозу всю Центральную Азию. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая опасность нарастает в нашем регионе. Подписывайтесь на наши обновления, и точно будете в курсе всего самого актуального. Кыргызстан был назван одной из стран, которая якобы помогла США в ликвидации главы международной террористической организации Аль-Каиды Аймана ас-Завахири. По мнению экспертов, такое посредничество может сделать эту республику и страны региона объектом мести террористов. Ликвидация Аймана ас-Завахири, который с 2011 года возглавляет одну из самых опасных международных террористических организаций, произошла 31 июля, но стала она известна лишь 2 августа. Завахири был убит высокоточным ударом американского беспилотника на балконе своей конспиративной квартиры в одном из центральных районов Кабула Ширпур. О его ликвидации всему миру сообщил сам президент Америки Джо Байден. Правосудие совершилось, и этого лидера террористов больше нет. Мы никогда не отступаем. Он оставил за собой след убийств и насилия в отношении американских граждан, американских военнослужащих, американских дипломатов и американских интересов, заявил Байден. По одной из версий, дом, в котором проживал Завахири, принадлежит главе внутренних дел талибского правительства Сираджуддину Хакани. По другой, ему самому. Сам Хакани якобы проживал недалеко от этого дома. Убийство лидера совершено при содействии Пакистана и якобы Талибана и с использованием американской агентурной сети. Присутствие пакистанской разведки в Афганистане и ее сотрудничество с американцами сыграло важную роль в этом убийстве. Такую версию высказали и некоторые эксперты, обосновывая это тем, что для проведения воздушных операций необходимо пройти через воздушное пространство соседних с Афганистаном стран и получить их разрешение. Учитывая, что предыдущий глава этой организации Усама бен Ладен был ликвидирован в Пакистане, не исключается, что и в этом случае Исламабад мог содействовать американцам, предоставив свое воздушное пространство. Правда, Исламабад это опровергает. Доказательства использования США воздушного пространства Пакистана в ходе операции по ликвидации главаря террористической организации нет, заявил пресс-секретарь МИД Пакистана Асим Ифтихкар. У них есть много вариантов в регионе, сказал пакистанский чиновник, но американский беспилотник не взлетал с территории Пакистана и не использовал его воздушное пространство. США, в свою очередь, отмечали, что не обращались с таким запросом к Исламабаду. На участие Пакистана указывает и московский комсомолец Кыргызстан, приводя очень интересный анализ и факты. Правда, кто является автором статьи, там не указывается. И в ней говорится, что содействовать мог и Кыргызстан, и Пакистан. А как вы думаете, действительно ли это так? И чем это выльется для наших стран? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Между тем, аналогичные версии озвучивались и в отношении Кыргызстана. Якобы беспилотник, убивший Завахири, был выпущен с территории аэропорта Манас. Об этом написало пакистанское англоязычное издание, ссылаясь на некие американские медиа, но какие это медиа, не сообщается. Посольство Кыргызстана в Пакистане отреагировало на эту информацию, назвав ее ложной и не соответствующей действительности. Но как-то же этот беспилотник попал на территорию Афганистана. В заявлении посольства отмечается, что в настоящее время американские или другие иностранные военные на территории международного аэропорта Манас не присутствуют и какой-либо деятельности не ведут. Известный эксперт по Афганистану Андрей Сиренко, комментируя эту ситуацию в своем телеграм-канале, отмечает, что Пакистан пытается направить месть джихадистов на Центральную Азию. По его словам, так расценивают некоторые афганские наблюдатели вброс через пакистанские медиа. Представители посольства Кыргызстана в Пакистане опровергли сообщение, но осадок остался. Видимо, именно на такое послевкусие и рассчитывают в Исламабаде, стараясь перевести стрелки на содействующие ЦРУ США в деле ликвидации ас-Завахири с Пакистаном на одну из республик Центральной Азии. Очевидно, надеюсь, что и энергии мстителей будут направлены туда же, пишет политолог. Несмотря на то, что после ликвидации Завахири США и Талибан стали обвинять друг друга в нарушении Дахийского соглашения, одни в укрывательстве террористов, другие за военные действия на их территории, тем не менее, вполне очевидной может показаться версия о том, что в ликвидации Завахири США помогли и сами талибы. Роль талибов в устранении лидера Аль-Каиды станет основанием для признания этой группировки Соединенными Штатами в качестве эффективного правительства, считает одно из изданий. Также издание говорит, что показанным выполнением соглашения в Дохе и подтверждение лояльности к Вашингтону талибы преследуют цель получить заблокированные финансовые ресурсы и избавиться от запрещенных групп, базирующихся в этой стране. Как бы там ни было, по мнению Андрея Сиренко, убийство Завахири, во-первых, может
может усилить междуособицу между самими талибскими группами, которые делятся на умеренных и неумеренных. Таким образом, американский удар по ас-Завахири расшевелил талибский муравейник. С другой стороны, в отсутствие кандидата на место Завахири вполне возможно, что позиция этой организации на некоторое время ослабнет, и этим непременно воспользуется афганский филиал ИГИЛ Вилаят Хорасан на фоне потери Аль-Каидой своего лидера и неизбежных, связанных с гибелью ас-Завахири репутационных издержек Талибана. В джихадистском обществе ИГИЛ имеет сейчас хорошие шансы перехватить инициативу и укрепить свои позиции в Афганистане и в Пакистане, а в перспективе и в других странах региона. Аль-Каида всегда рассматривала в качестве своей приоритетной мишени именно Америку. ИГИЛ интересуется больше странами региона: Афганистаном, Пакистаном, Центральной Азией. Уничтожение ас-Завахири – это жест, работающий на безопасность США и одновременно объективно усиливающий террористическую силу, нацеленную против стран региона, пишет Сиренко. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, реальна ли угроза для нас? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.